Добрый день, уважаемые участники конференции. Я представляю Катькеровский район. Меня зовут Сударева Ирина Александровна. Я директор МОСУШ, поселок Потыбок. Представляю вам тему управления развитием образовательной среды в сельской школе. В современном обществе образование рассматривается как ведущий фактор социального и экономического прогресса. Школа сохраняет способность к объединению всех нравственно здоровых сил, в заботе о детях, способствует сохранению стабильности и снятию социального напряжения на селе. Сельская школа, с одной стороны, очень быстро ощущает на себе все изменения, трудности, возникающие в жизни села, а с другой стороны, сама способна оказывать существенное влияние на решение социальных проблем села, оперативно реагировать на происходящее вокруг события. Современная школа – это не деревянное здание со старыми классными досками и мелом, а действительно современный образовательный центр, имеющий выход в интернет, компьютеры, интерактивные панели, современные информационные ресурсы и программы, хорошо оснащенные кабинеты, столовую, спортивный и актовый зал. Для формирования образовательной среды должны быть объединены материальные, все имеющие интеллектуальные, полученные путем расширения границ технологические ресурсы образовательного пространства за счет вовлечения социально-культурного окружения в образовательную деятельность. Поэтому в формировании образовательной среды принимает участие каждый педагог, ученик и родитель. В нашей школе обучается 57 учащихся, 10 комплект классов. Работают 16 педагогов, в том числе 3 молодых специалиста. 15 педагогов имеют высшее образование и 1 среднепрофессиональное. С высшей категорией 3 педагога и 2 педагога с первой категории. Имеет звание почетный работник общего образования Российской Федерации 1 педагог. Почетный учитель Республики Коми имеют 4 человека. Наша школа в 2023 году стала участником программы модернизации школьных систем образования. И проекта «Школа» Министерства просвещения России одним из принципов формирования деятельности школы Минпросвещения России является обеспечение доступности качества образования и равных возможностей для всех обучающихся. Предусмотрено оснащение школы средствами обучения и воспитания, соответствующие современным условиям обучения, антитеррористическая защищенность объекта и территории, обновление учебников, пособий, и в том числе безопасная и доступная среда. Педагогическим работникам представлены условия для получения дополнительного профессионального образования. Весь педагогический коллектив школы прошел курсы повышения квалификации в Коми Республиканском институте развития образования по программе «Школа» Минпросвещения России. Новые возможности для повышения качества образования. Педагоги, ученики, родители были привлечены к выбору дизайна в рамках капитального ремонта. Создали рабочую группу из представителей родительской общественности, обучающихся и педагогов для создания концепции дизайна школы, выбора цветовой гаммы, материалов и контроля за ходом ремонтных работ. В рамках проведения капитального ремонта и развития школьной инфраструктуры. Проект дизайна школы разрабатывался общими усилиями педагогов и родительской общественности. Для инициативной группы родителей проводилась экскурсия в будущее, знакомство с проектно-сметной документацией, с будущим расположением школьных помещений, примерами цветовой палитры, основным набором оборудования и мебели. В ходе совместных рассуждений определена основная цветовая гамма. Это пастельные тона для учебных кабинетов и тихих зон, яркие вставки в зонах активности и столовой. В
предложили свои варианты зонирования, рекреации и коридоров. После общего обсуждения были приняты единогласные решения. Учебные кабинеты будут иметь единый дизайн, но разные оттенки основной цветовой гаммы. Коридоры будут тематически оформлены. Это и игровая зона, и зона безопасности дорожного движения, научные достижения, олимпиадное движение и государственная итоговая аттестация. Помимо учебных кабинетов решено оборудовать современный библиотечно-информационный центр, центр детских инициатив, многофункциональный актовый зал, а также обновить школьный музей и помещение школьной столовой. В 2023 году, благодаря федеральному проекту, действующему в рамках нацпроекта образования, школа стала участником «Цифровая образовательная среда». Поступило 31 ноутбук, тележка для ноутбуков, многофункциональное устройство, интерактивная панель со стойкой и видеокамера. Для проведения общешкольных мероприятий обновлен актовый и спортивный зал, в котором создана комфортная и безопасная среда, позволившая увеличить количество участников общешкольных мероприятий. Содержательно-методический компонент образовательной среды напрямую связан с изменениями содержания образования, разработкой и внедрением форм организации образовательного процесса. Приоритетным направлением в данном компоненте является внедрение современных образовательных технологий. Современный педагог не может и не должен находиться в стороне от технического прогресса, различного рода инноваций. Он должен владеть компьютером, современной аудио- и видеотехникой, использовать в практической деятельности возможности сети интернет, интерактивные средства обучения, знать основные компьютерные программы. Овладение информационных и коммуникативных технологий в полной мере – первостепенная задача каждого учителя. Комфортная образовательная среда важна и для учителя, личность которого в значительной степени является средообразующим фактором. Достаточно велика роль именно сельского учителя. Педагоги нашей школы имеют свободный доступ к интернет-ресурсам для разработки своих уроков и идей. Учителя используют не только готовые программные продукты, электронные учебные пособия, справочники, репетиторы, есть и свои наработки по предметам в электронном варианте. Активно используют интернет-ресурсы. Это федеральный интернет-портал «Российское образование», сайт Федерального центра информационных образовательных ресурсов, сеть творческих учителей, единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, единое окно доступа к образовательным ресурсам и многое другое. В нашей школе используется комплексная информатизация, проведение уроков, занятий, элективных курсов с использованием информационных и коммуникативных технологий, участие педагогов и учащихся в конкурсах, организация проектной документации и деятельности педагогов и учащихся, организация дистанционного обучения, тестирование учащихся, дистанционное обучение педагогов, информационная поддержка школьного сайта, ведение электронных журналов и дневников, организация интерактивного взаимодействия с родителями и учащимся, проведение классных часов, родительских собраний, общешкольных мероприятий с использованием медиаресурсов, взаимодействие со СМИ, формирование электронной базы данных кадров и данных учащихся, ведение электронного документооборота, формирование электронной отчетности, творческие отчеты, презентации учащихся, создание и использование учителями и учащихся электронных презентаций для проведения общешкольных мероприятий, компьютерное сопровождение школьных мероприятий, монтаж видеороликов по сюжетам школьной жизни, цифровая обработка звука, запись фонограмм, получение оперативной информации об обновлениях законодательной базы через интернет, поиск необходимых документов через средства интернет, ведение базы данных по школе и отчетности перед пенсионным фондом, а также другими организациями,
общая обработка документов и их оформление, локальное хранение документов, подача информации о работе в школе в виде диаграмм, таблиц в форме презентаций, использование средств компьютерной графики для представления в удобном виде текущего планирования учебно-воспитательного процесса, ведение базы данных об успеваемости по классам, проведение совещаний, педсоветов, планерок с повесткой дня по выбранным темам, обобщение опыта работы учителей, видео научно-практических конференций, педагогических чтений, семинары, вебинары, круглые столы. Современная сельская школа – это центр организации культурно-спортивного и познавательного досуга как детей, так и взрослых. Школа представляет помещения для занятий, сотрудничая с другими организациями. Детско-спортивная юношеская школа. На базе школы нашей проходят лыжные соревнования. Соревнования памяти Коли Вьюгина, воина-интернационалиста. Соревнования памяти тренера Ларукова Николая Модестовича. Основными формами взаимодействия с сельской библиотекой являются библиотечные уроки, выставки, встречи. Центр социальной защиты Кадкировского района проводят тренинги. Дом народного творчества, участник общешкольных мероприятий и общепоселковых мероприятий. Педагоги школы занятия проводят, организуя выезды детей на экскурсии, конференции, встречи. В частности, школа работает и в выходные дни. Причем посещают дополнительные занятия не только учащиеся, но и местные жители. Основные направления дополнительного образования – спортивно-оздоровительное, естественно-научное и художественно-эстетическое. Школа является центром общественной жизни. Силами работников школы и учащихся организуются социально значимые мероприятия, которые выходят за пределы самой школы. День учителя, поздравление ветеранов, День матери, социальная акция «Собери посылку воину», акция «Золотая ленточка», акция «Огню пожилому человеку», акция «Речная лента», ну и многие другие. Все эти мероприятия работают на патриотическое воспитание, которым в сельском социуме занимается сейчас, пожалуй, только школа. Сельская школа – это особый мир, где складываются особые порой семейные взаимоотношения между участниками образовательного процесса. А это важный фактор воспитания, который несет в себе серьезный потенциал для формирования общечеловеческих традиций, качеств и ценностей, уважение к старшим, взаимопомощь, уважение к традициям, ценностям своего народа и страны. Одним из важных ресурсов образовательной среды нашей школы является музей. Он хранит прошлое, живет в настоящем, смотрит в будущее. Музейная педагогика является уникальным средством для решения многих воспитательных и образовательных проблем, возрождения и развития духовно-нравственных ценностей. Материалы школьного музея используются как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Основными формами работы являются беседы, встречи, экскурсии, исследования, проекты. Формирование образовательной среды осуществляется в соответствии с познавательными интересами учащихся. Школьники активно принимают участие в республиканских соревнованиях по мини-футболу, в республиканском турнире по пауэрлифтингу, республиканские стефановские чтения, муниципальные слеты, республиканские спортивные соревнования и ижевские состязания, всероссийский конкурс юных часов «Живая классика», республиканские конференции «Я исследователь, я познаю мир», всероссийская акция «Тепло для героя», ну и многое другое. Именно образовательная среда помогает раскрыть те таланты, которые заложены в каждом ребенке. Образовательная среда сельской школы – это многомерное пространство, позволяющее учиться, продуктивно общаться, делать выбор и адекватно оценивать свою результативность. Спасибо за внимание.